При больницах во всех муниципалитетах Коми должны появиться места для посадки вертолетов санавиации. Такое поручение Минздрава региона во время заседания правительства озвучил Сергей Гапликов. Поводом стало резонансное ДТП в Сосногорском районе, в котором 7 марта погибли 6 человек. А еще двоим подросткам 8 и 13 лет понадобилась квалифицированная помощь с доставкой в Сыктывкар. Как выяснилось, спецборд пришлось посадить прямо на автомобильную трассу. Других возможностей для приземления не было. А ведь оборудование безопасной площадки – это небольшие инвестиции. 50 на 50 метров, 4 сигнальных фонаря и указатель ветра, заметил министр Березин. Цена вопроса не более 100 тысяч рублей. Последняя ситуация под селом Дутово показала о том, что даже в тех муниципалитетах, где имеются участковые больницы, а напомню, это был Нижний Одесс, не была оборудована данная площадка. И, как вы правильно заметили, была посадка по сути, на трассу при помощи бригад ГИБДД. Поэтому я прошу еще раз дать поручение всем немедленно исполнить данное поручение. Понятно. Ну и к вам есть вопрос. У нас сегодняшний день по требованиям в каждом нашем учебном заведении должен быть штатный врач. Понятно, что мы там изыскиваем возможности, пытаемся определенный функционал переложить в том числе и врачей ФАПов и так далее. Имейте в виду, у нас от школы до ФАПов иногда бывает несколько километров. Поэтому здесь тоже первостепенная задача в решении этих вопросов. Это тоже задача, которая перед нами с вами стоит. Либо это должен быть от районной больницы закрепленный врач, который там должен находиться во время учебного процесса. Либо еще какие-то другие дополнительные условия. Но это тоже надо вам соответствующим образом вместе с всеми, заинтересованными отработать, сделать такое предложение. Проанализируйте вместе с Министерством образования, где, в каких школах, какие сегодня потребности, что происходит. В том числе это вопрос обращения. Сегодня мы знаем, есть определенные проблемы, у нас бушует коронавирус. Это тоже вопрос, даже элементарно, просто чтобы специалист у детей специальным прибором померил температуру, когда они заходят в школу. Или в тот же детский садик. Или нам для этого что нужно? Чрезвычайную ситуацию объявлять и вводить соответствующий режим карантина, чтобы это все обеспечивать. Поэтому еще раз, Дмитрий Борисович, задача принципиально важная. Закрепить за каждой школой врача и конкретную больницу – это еще одно поручение главы Минздраву. Проблема, как выяснилось, актуальна в частности для небольших учебных заведений, где такой специалист порой чуть ли не единственная возможность получить медицинскую помощь.